Ассалаумағалейкум ағайын. Қазақстанда жер су атауларын қазақшаландыру кезінде тек қана бір ғана диаспора өкілдері үнемі қарсылық білдіреді. Ну, я имею в виду в каждом городе, где добывают железную руду. Там есть вот байка о том, что летел летчик, увидел там, у него не работают приборы, и, значит, вот так нашли железную руду. Ну, не только у нас же ее добывают. То есть такая история есть везде. Что касается переименования улиц, в принципе, по умолчанию. Нам больше заняться нечем. У нас в городе везде есть водопровод, подведенный, что людям не надо ходить на колонку. У нас везде отремонтированное отопление, которое не рвется. Да? У нас везде есть дороги, которые сделаны. Да? У нас же строится новый микрорайон. Ну, туда, в сторону Ковша. Ну, так называйте улицы там, как хотите. Или очень важно именно переименовать. Вот я живу на улице 40 лет октября, и мне ваши переименования нафиг... О чем должны помнить такие рвущиеся к изменениям, в том, что новый Казахстан не складывается из новых названий, где у нас Абай, Байтурсынов, Сарыбай и все. Ну, Назарбаев еще был, ладно, во всех проявлениях, Нурсултанов и прочее. Ладно, от одного отошли. Ну так вот, новый Казахстан и новая замечательная жизнь с новыми налогами и штрафами не станет лучше от того, что у нас переделают название. Вы переделаете сначала в своей башке отношение к жизни в целом. Или от того, что у нас улица 50 лет октября называется, у нас отопление в городе рвется. Наверное, если ее назвать именем Ахмета Байтурсынова, все живущие на этой улице начнут читать и все. И я думаю, здесь со мной согласятся 90% жителей этого города и 100% коренных жителей этого города. Еще один момент. Мне очень интересно, а кто это у нас такой инициативный нашелся? Наверное, человек, который на целину сюда приехал, который 60 лет назад строил этот город, каждый кирпичик в этом городе заложил в каждом здании своими собственными руками, да? Или, может быть, этот человек, который фабрику поднимал с самого начала, строил, что на его сварке держится до сих пор вся эта фабрика? Кто этот человек? Почему люди, которые не жили вообще никогда в Казахстане до момента определенного, как они вспомнили о своей родине, диктуют нам, как жить? Не подскажете? Сейчас посмотрела там на страничке официальные, тоже выложили эту информацию. Просят в комментариях написать, против или нет. Да против мы. Поэтому, уважаемые, дорогие мои подписчики, делитесь публикацией, ссылочкой и голосуем против. Все против. Не надо трогать историю нашего города. У нас даже улицы расположены с названиями не просто так, а сформированы здесь художники, здесь писатели, здесь люди, занимавшиеся другими видами деятельности и полезные для нашего города. В том числе. И, к слову, спору о том, что некоторых так бесит название улицы Корчагина, открою вам маленький секрет. Это не в честь вымышленного персонажа Павла Корчагина, а в честь геолога, который тоже участвовал в строительстве нашего города. Бейнедегі әйел осы видеоларды Instagram парақшасында жариялап, кейіннен өшіріп тастаған. Ал рудныйлық қазақ жігіттерге айтарым, осы әйел бойынша жұмыс жасау керек, қолға алу керек, жауап беру керек әрбір сөзіне.
алдағы уақытта Рудный қаласының көше атауларын ғана емес, сонымен қоса қаланың атауын Рудный деген атауды міндетті түрде ауыстыру керекпіз.